ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 16:00. Ухтинское общество инвалидов. Круглый стол с участием представителей национальной культурной автономии, Министерства образования, госнаркоконтроля и многих других. Основная тема дискуссии – спайсы, а точнее борьба с их распространением. Кроме медицинских вопросов, возникают и социальные. Вопрос распространения употребления спайсов стоит остро. За 7 месяцев у нас с нашим отделом возбуждено 53 уголовных дела, в целом из которых 38 уголовных дел возбуждены по фактам распространения именно либо незаконного оборота наркотиков, связанных с распространением курительных смесей или так называемых спайсов. В первую очередь распространение идет среди молодежи. Основная задача – этого не допустить. В этом велика роль родителей, но также важен контроль за сайтами, где предлагают купить смеси. Их закрытие рассматривается на федеральном уровне. Знаем о том, что есть сайт. Необходимо закрыть быстро, без решения суда, по обращению системы кого-то из МВД или граждан и так далее. Участники семинара обратили внимание еще на один аспект проблемы. Из моего жизненного опыта, мой приятель, врач, кандидат наук, семья, 2 детей, за 40, никогда не судим, сел на 6 лет. За что? За марихуану. За марихуану. Он сидел 5 лет, все, разрушилось абсолютно все, потерял все сертификаты, разрушилась семья, полностью, бессоциализирован полностью, в итоге вышел, это, это драконовское просто, на мой взгляд, драконовское законодательство. Мы же не судим алкоголиков. Алкоголиков, мы же не говорим, что они преступники алкоголики. Мы же говорим, что они больные люди. Мы все равно к этому придем. Я вам скажу, что придем очень скоро, что состав декриминализирован будет употребление наркотиков. Это абсолютно точно. Будет административная ответственность, будет что-то либо другое, будет обязательно лечение, но привлекать к уголовной ответственности, я считаю, и правильно, нет, нецелесообразно. Вы правильно сказали, что это больные люди. Вы правильно подняли вопрос сегодня о том, что отсутствует реабилитационный центр. Да, не подтвержден правильно, что я говорю, что эти места лишения свободы, они порой бывают единственным местом, где можно спасти человека, чтобы он не умер, не закололся. Круглый стол не первый из серии подобных, но и не последний. Проблема наркотиков остается открытой. Ответов много, вопросов еще больше. И главное, каким будет результат.